Всем привет, это Киноалания. Новая кинонеделя, а значит время пролистать список премьер и выбрать себе что-нибудь по вкусу. После безумных премьер прошлых недель у нас небольшая передышка. Новинки этой недели, может, и не претендуют на миллиардные сборы, но все же заслуживают того, чтобы увидеть их на большом экране. Начнем мы с самой яркой премьеры этой недели. На большие экраны выходит Angry Birds 2. Цветные птички и зеленые свиньи вновь столкнутся в кинотеатрах. Только на этот раз вечным соперникам даже придется объединиться, чтобы противостоять общему врагу. А точнее злодейкой, фиолетовой птицей Зеттой. Она владелица ледяного острова, и, кажется, это ее достало. Она тоже хочет на пляж к теплому морю, и у нее есть убойное оружие, с помощью которого Зетта огромными ледышками обстреливает соседние острова. В опасности находятся и птички, и свиньи. Angry Birds – экранизация нашумевшей телефонной игры. 10 лет назад мир буквально помешался на ней, поэтому выход полнометражного мультфильма тогда был лишь вопросом времени, и его действительно сняли. Первая часть вышла в 2016 году. При бюджете в $73 миллиона она собрала целых 350, и при таком раскладе выход сиквела был неизбежен. В новой части вернется практически вся компания героев. Сердитый красный толстобровый Ред, немного безумный Чак, огромный и не очень умный Бомбс, синяя троица и предводитель свиней Леонард. К ним присоединятся и новички. Помимо злодейки Зетты мы познакомимся с сестрой Чака, невероятно умной Сильвией, и приспешником Леонардо, продвинутым ученым Керри. Сильная сторона вторых Angry Birds до безумия яркая и крутая картинка. Художники постарались на славу, поэтому мультфильм выглядит на 5. В общем, если вам понравилась первая часть, то и на вторую билеты смело можно брать. Вряд ли вы в нем обнаружите серьезную проблему или глубокую мысль, но 1,5 часа веселья он вам точно подарит. Если вы точно знаете, что Angry Birds – это не тот фильм, который вы хотите посмотреть в кино на этой неделе, вот вам еще несколько картин, которые прямо сейчас идут в кино. В кино выходит драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», первая англоязычная картина молодого канадца Ксавье Долана. Главный герой – популярный актер Джон Ф. Донован. Несмотря на невероятную славу, он абсолютно одинок, в основном потому, что он не может открыться миру и рассказать о своей нетрадиционной ориентации. Второй герой – маленький английский мальчик, поклонник Донована. Он пишет письмо кумиру, и тот неожиданно отвечает. Так зарождается настоящая дружба, которая, однако, в итоге станет причиной большой катастрофы. В своем фильме Долан смог собрать феерический актерский состав. Кит Харингтон и Джейкоб Трембле, сыгравшие главных героев, а еще Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Тэнди Ньютон и Кэти Бейтс. Поклонников триллеров ждет премьера ленты «Синяя бездна 2». Фильм расскажет о 3 подругах, которые отправляются исследовать подводный разрушенный город. Но вскоре выясняют, что посмотреть на руины приплыли не они одни. Веселье оборачивается кошмаром, и теперь ныряльщицам придется спасаться от кровожадных акул. А еще в кинотеатрах стартует триллер «Ангел мой». История женщины, которая потеряла в пожаре маленькую дочь. Несколько лет она не может смириться с утратой, изводя и себя, и окружающих. Но однажды она знакомится с чужой девочкой. Разбитая горем мать принимает ее за своего собственного ребенка и начинает буквально преследовать девочку. На этом о свежаке пока все, но есть еще несколько фильмов, которые можно посмотреть на большом экране.
Раз уж главной премьерой этой недели у нас был мультфильм, то и в рубрике Must See у нас тоже будет анимашка. Только не веселая и развлекательная, как Angry Birds, а серьезная и немного философская. Сегодня будем советовать посмотреть «Легенды ночных стражей». Это история о мире, которым правят совы. Они разные, и добрые, и злые. Главный герой — совенок Сорен, который с восторгом слушает истории отца о легендарных крылатых воинах, боровшихся за судьбу всех сов в войне с чистыми. Сорен мечтает присоединиться к героям, однако попадает вместе с братом в плен к злобным чистым. Ему нужно совершить побег, чтобы призвать к помощи легендарных стражей. Этот мультфильм стал первым опытом в анимации известного режиссера Зака Снайдера. До «Легенд» он снимал эпичные «300 спартанцев», «Мрачных хранителей» и «Жуткий рассвет мертвецов». Именно Снайдер сумел внести в фантастическую историю глубокую философию и создать в итоге мультфильм интересный взрослым. Главный плюс «Легенд» — это, конечно, визуал. Потрясающе проработанный мир сов и сами птицы. Их мимика и движения выглядят как реальные. Все потому, что над картиной на протяжении 3 лет работали более 500 человек. А еще здесь потрясающие сцены битв птиц. От каждой буквально дух захватывает. И это все происходит под эпичную музыку от Дэвида Хиршфилдера. Некоторые воздушные драки точно обеспечат вам мурашки. «Легенды ночных стражей» — это экранизация серии книг Кэтрин Ласки, но фильм серьезно отличается от первоисточника. Создателям пришлось вырезать немало сцен и персонажей, потому что хронометраж картины просто не мог вместить все. Но это никак не сказывается на развитии истории, все последовательно и логично. «Легенды ночных стражей» не имели кассового успеха. При бюджете в $80 миллионов в прокате они собрали лишь 140, что по сути можно считать провалом. Однако мультфильм в итоге стал любимым для огромного количества людей. Если вы любите глубокие картины с двойным дном, рассказанные с помощью невероятной картинки, то «Легенды» — это именно то, что вам нужно. Посмотрите, точно не пожалеете. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.